Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире, как всегда, по понедельникам, а в это время передача «Буква закона». Меня зовут адвокат Павел Стаценко. Мы говорим, как всегда, о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Сегодняшняя тема нашей передачи, я позволю себе даже снять наушники. Сегодняшняя тема нашей передачи – Европейский суд по правам человека. Мы будем говорить о том, насколько он актуален, насколько он важен и насколько защищает наши с вами права. Говорим мы это в свете того, что совсем недавно президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, которым закрепил нормы о расширении компетенций Конституционного суда и предоставил ему право признавать решения Европейского суда по правам человека неисполнимыми на территории Российской Федерации. Нормы до этого предшествовало постановление Конституционного суда Российской Федерации, в котором нормы международного права признавались все-таки имеющими второстепенное значение по сравнению с нормами Российской Конституции. Хотя напрямую в Конституции записано иное. Председатель Конституционного суда Российской Федерации господин Зорькин указал, что все-таки нормы, это объясняется тем, такое их решение, что нормы Конституции лучше защищают права человека и гражданина в Российской Федерации, чем нормы международного права. Вернее, бывают такие ситуации, когда нормы Конституции защищают права человека лучше. Нормы Конституции защищают права человека лучше. Но это по мнению господина Зорькина и по мнению Конституционного суда Российской Федерации. Сейчас, в принципе, юристы спорят и думают, а чем же это грозит нам, простым гражданам. Если посмотреть статистику, то с 2006 года количество обращений в Европейский суд по правам человека неуклонно росло. Так, в 2006 году обращение было порядка 10 тысяч, то есть 10 132 обращения, а в 2013 году таких обращений было 12 330, мимолетно в 2009 году решений таких стало 13 666. Такая цифра присутствует, 666. Говорят, что это не очень хорошая цифра. Наверное, на это обратил внимание господин Зорькин. Вообще, Россия была по состоянию на март 2014 года, Россия была на первом месте по количеству обращений в Европейский суд по правам человека. Но если, правда, считать на душу населения, то всего лишь 21 место занимала Российская Федерация. Это в любом случае говорит о том, что количество обращений россиян в Европейский суд по правам человека достаточно большое все-таки. Что, в свою очередь, конечно, может свидетельствовать о том, что Европейский суд по правам человека актуален в защите прав наших граждан и, наверное, все-таки достаточно большая в нем потребность. Значит, что достаточно, кстати, большое количество удовлетворенных исков, огромное количество удовлетворенных исков по отношению к Российской Федерации. Такие иски есть, и, конечно, и в Республике Саха-Якутия. О чем это говорит? Это говорит о том, что российская система не всегда справляется с тем потоком исков, с тем потоком жалоб и обращений с просьбой защитить их права, и в итоге гражданин вынужден выходить на уровень международный, и иногда все-таки Европейский суд идет навстречу нашим гражданам. Я хочу поприветствовать гостя в моей студии, Александр Александрович Логинов, юрист, правозащитник. Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Александрович имеет достаточно богатый опыт общения с Европейским судом по правам человека.
вообще обращение в него и так далее. Ну, вот, Александр Александрович, расскажите, наверное, нам, нашим радиослушателям, телезрителям, когда, при каких обстоятельствах вам приходилось защищать права, чьи права, и почему вы обращались в Европейский суд по правам человека? Пожалуйста. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить нашим гражданам, если кто знает, например, или читал когда-нибудь Конституцию Российской Федерации, но я вам скажу, что в большинстве граждан даже не знает, что является высшей ценностью в их жизни, что является. Вот спросите их, они могут перечислять хоть что, но только не самое главное. В статье 2 Конституции Российской Федерации написано: права и свободы человека являются высшей ценностью. Вот, ну, естественно, сама жизнь еще является высшей ценностью. И не может быть ничего ценнее, чем права и свободы человека, гражданина. А дальше там точка стоит. Защищать, соблюдать. Это обязанность, вот эти права и свободы, обязанность государства. Что делает наше государство? Она не в полной мере исполняет конституционные нормы статьи 2 Конституции. И очень часто и довольно мы можем читать, что одни в милости у суда, а другие, наоборот. Согласитесь, это во всех странах, раз уж существует, европейских странах. Поэтому Российская Федерация подписала международно-правовые договора. И эти договора это различные декларации, конвенции и так далее и тому подобное. А вот Конституция, часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит, что если федеральные законы, допустим, противоречат, вот вынес суд по федеральным законам, да, а это судебный акт, а те права, которые рассматриваются и которые не были удовлетворены этим российским судом, да, это является нарушением. А они, наоборот, это декларации, конвенции международные, особенно Европейского суда, там четко сказано, они имеют высшую силу, и они выше Конституции. И Российская Федерация, будь то сам президент или суды и так далее, все государственные органы, они обязаны исполнять, то есть они должны руководствоваться этими, это принимать их и исполнять соответствующие, не исполнять, а в соответствии с этими нормами выносить свои судебные акты. Но, к сожалению, это не всегда такое происходит. Вот вы сказали здесь цифры, 13 тысяч обратились и так далее. Вообще Европейский суд большую роль сыграл, он свыше миллиона. Вот. Я не знаю, там какая у вас статистика. Это вот по Российской Федерации. Да, я говорю, свыше миллиона рассмотрел жалобы граждан Российской Федерации. И многие из них, я не скажу, конечно, все они были удовлетворены, но многие от них. Там различные споры, например. Вот трудовые споры они не рассматривают Европейский суд, к примеру. А другие гражданские споры такие, они подлежат рассмотрению. Поэтому часто туда обращаются, вот когда разгон митингов в Москве был, да, запрет политических организаций. Ну, вообще, да. Далее, у нас не очень много времени, вот на самом деле. Вот ваш личный опыт, расскажите, пожалуйста. Поэтому это нужная организация, международная организация. Она имеет вес. И сейчас очень много на сегодняшний день вынесено соответствующих судебных актов. И возложена обязанность на Россию возместить причиненный это имущественный вред бывшим нашим гражданам. Бывшим нашим гражданам, да. Ну, например, тот же Ходорковский. Понятно, да. Так он вроде как остался, слава богу, гражданином Российской Федерации. Вот сейчас ему грозит суд, даже метит нам пожизненное. Вот сегодня возможно. Ну ладно, господин Ходорковский, я все-таки призываю вас, давайте немножко мы отошли от темы. У нас буквально 15 минут. Но тем не менее, Ходорковский выиграл через Европейский суд, все решено в его пользу. И вот на сегодняшний день, даже вот на этом примере, стараются пересмотреть по-своему правовые нормы и применить российские нормы российского законодательства и признать о том, что, то есть, как вы сказали, чтобы это наши суды и высшие государственные органы и тому подобное, чтобы они понимали о том, что решения европейских судов не исполняются на территории Российской Федерации. Это грубейшее нарушение международных правовых норм. Согласен. Это значит, Россия, она
но останется, может быть, будет бойкот своеобразный со стороны ведущих стран мира. На сегодняшний день даже китайцы к нам холодно относятся. Визит премьер-министра в Китай к чему привел? Просто с ним холодно обошлись и дали ему понять, что он неуместен здесь находится. Вот. У нас отношения с Китаем самые, такие, хотя обещали многое, но у нас очень тяжелые такие отношения с точки зрения экономического сотрудничества. Подождите, хорошо. Но отношения с Китаем, ладно, да. Страны. Хорошо. Страны вот решение все-таки ваше, которое вы обращались в суд. Китай, бог с ним. Китай без нас проживет. Давайте все-таки вернемся. Вы защищали интересы профсоюза некого, да. Расскажите. Нет, мы не так защищали, я вам скажу сейчас. Я в то время был тогда председатель комитета по правам человека при вице-президенте Республики Саха-Якутия. И мои задача входила, например, посещение колоний. Я посетил наши колонии здесь, близ города Якутска, и был в колонии номер 7. Так. Там что? Там работают зэки. Согласно УИКа, уголовного исполнительного, то есть кодекса исполнения наказания, да, то там предусмотрен в колониях принудительный труд. Понимаете, да, принудительный труд. Да. Но, тем не менее, они являются наемными работниками. А они не желают их называть наемными работниками. Они говорят, у нас труд принудительный, они для нас зэки. Уголовная инспекция вы имеете в виду? Или кто? Это в колонии. Руководители колонии. Да, в колонии. Вот. То есть они хотели трудовые договоры заключать? Например, человек трудовую травму заработал, акты не составлялись. Если трудовой кодекс, а они являются наемными работниками. На них распространяется трудовой кодекс. И когда я им задал, там целое собрание было, и в те годы я перед ними выступал, они мне задавали вопрос, я спросил у вас, вам, например, когда есть травма, составляется акт, как его называется у нас, причинение, то есть... акт причинения вреда, ущерба, здоровью, да. Вот. Они говорят, никто ничего не составляет абсолютно. Более того, им должны выплачивать за компенсацию, за производственную травму. Никто ничего не выплачивает абсолютно. Я спросил у них, а у вас есть на территории здесь вашей профсоюз? Они все засмеялись. Он говорит, какой профсоюз? Я говорю, так вы посмотрите Трудовой кодекс. У вас вообще кто не читал Трудовой кодекс? Читал, кто-то читал, когда был на свободе и так далее. Да? А ведь Трудовой кодекс тоже предусматривает права профсоюза. У нас есть федеральный закон о профессиональных союзах, и там в статье 21 или в 23, то есть, точнее, 23 статье закона о профессиональных союзах. В общем, трудовые права не соблюдалась. Защита наемных работников. Да. Но более того, я вам скажу, в 5 статье в этой федеральной законе мало кто знает, профсоюзы не под контролем, не подотчетны органам государственной власти и не отчитываются перед ними. Хорошо. И вот мы создали там профсоюз. Да. А это не понравилось колонии, то есть руководству колонии. Не понравилось. Мы такой же создали там в колонии номер 1 и еще колонию, кажется, номер 5 тогда. Администрация недовольна осталась. Эти мы профсоюзы объединили, создалась ассоциация профсоюзов осужденных Республики Саха-Якутия, которая вошла в качестве ступеньки, эта ассоциация, комитет территориального объединения профсоюзов, Якутское республиканское объединение профсоюзов, которое возглавляю я на сегодняшний день. Сам территориальное объединение профсоюзов нашей ЕРОП было создано 28 октября 1989 года. Так, и вот эта ассоциация обратилась в суд, я так понимаю, не она, ассоциация, я тогда обратился. Вы лично? Председатель сам, да. Вот я им сказал о том, что они создали, во-первых, профсоюз, они выслали нам свои учредительные документы, список членов профсоюза и тому подобное. Я их зарегистрировал под так называемой крышей, если как кто понимает. Но они стали нашим коллективным членом нашего профобъединения. Поэтому на них распространяется полностью закон. И кому-то запретить или еще что-то нельзя. Хорошо. Было. Они пожаловались в прокуратуру. Прокуратура через некоторое время, через год, подала на меня, а на территориальное объединение профсоюзов в суд. Меня неожиданно вызывают в Якутский городской суд. А с каким иском? С иском признать незаконное создание вот этого профсоюза в колонии. Суд выиграли, нет? Дальше. Суд, когда начался, у меня один был довод. Уважаемый суд, я прошу обратить внимание, что профсоюз был создан тогда, когда
Федеральный закон об общественных объединениях не предусматривал каких-либо норм о запрещении создания профессиональных союзов в местах лишения свободы. Да, совершенно верно. И суд решил в нашу пользу. Угу. Они пожаловались у УФСИН, будем говорить выше уже это. Это УФСИН, это своеобразное министерство по республике, такое управление Федеральной службы исполнения наказания. Так. Они тогда пожаловались в Верховный суд, и там они проиграли. Проиграли. Вот. А зачем так, тогда в европейский-то вы подавали? Слушайте дальше, я рассказываю историю. Это же ничего, это далеко не... Время далее. Тогда они обратились в правительство Российской Федерации, Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и Федеральный закон об общественных объединениях и соответствующие там другие. Был дополнен. И теперь появилась статья, запрещается, дополнена статья это закон об общественных объединениях. Запрещается создание профессиональных союзов в местах лишения свободы. Так. И тогда они снова подали на меня, не на меня, а на профобъединение в суд. Подали они в суд. Вот, и в этот раз я тоже... Они подали, изменили исковые требования, и они изложили так. Обязать территориальное объединение профсоюзов Якутское республиканское объединение исключить из своего состава вот это профсоюз осужденных, колония номер 7, на одной колонии. Вот. Суд решил в их пользу, так как уже в этот момент уже нормы действовали. Да. Я обжаловал это, проиграл суд. В суде в кассационной инстанции проиграл. Обратился в Верховный суд России, проиграл. То есть я прошел всю линию. И тогда я обратился в Европейский суд по правам человека. Так. Это был 2009 год, я сейчас не помню, да, вот 2009, сейчас 2015 год. Европейский суд принял, возбудил дело, и судя по тем переписке, которые мы имеем, что им представили и так далее, суд, мы поняли, что Европейский суд был готов удовлетворить наши требования. То есть признать действия России незаконными. Они противоречат международно-правовым нормам. Я уже молчу про российские, они мешали, деятельность, про союзы и так далее, и так далее. Вот. И вообще это международно-правовыми нормами тоже записано. Никто не имеет права, государственные органы, вмешаться в профсоюзную деятельность. То есть созданы это были законно. Что запрещаете? Это права и свободы нарушены все. Вот. Поэтому. И вот на сегодняшний день это затянуло. Там у них были московские адвокаты. Они видят, что они, московские адвокаты, не справлялись. И тогда они в качестве адвоката заменили его. И против меня теперь выступаю. Я там участник этого дела. То есть как на стороне этих, профсоюза осужденных. Против меня первый заместитель министра юстиции Российской Федерации. Он защищает интересы России. И я защищаю интересы осужденных. Я рассматриваю с точки зрения, во-первых, это люди. Суд еще до сих пор идет? До сих пор идет, да. Ох ты, даже с 2009 года. Вот, я должен сейчас ему еще написать там. У меня, правда, мы единственное, что так тогда торопились, чтобы сроку это не упустить, подачи, да. Там написано «взыскать справедливую компенсацию». Европейский суд сейчас намекнул нам о том, что нужно размер компенсации установить. Понятно. Ну вот мы сейчас решаем, какую компенсацию установить. То есть, получается, с 2009 года, в принципе, до сих пор у вас идет судебное разбирательство? Судебное разбирательство, да. Хорошо. Вот смотрите, Александр Александрович, вот в свете вот этого, то, что до сих пор у вас вот эти, судебные разбирательства и ЕСПЧ идут, вы защищаете интересы, осужденных, но вот в итоге недавно совершенно принят еще один федеральный закон, который ограничивает, о чем мы сказали в начале. Получается, что в принципе теперь решения Европейского суда по правам человека можно признать неисполнимыми. В связи с этим два вопроса. Только я прошу коротко, потому что у нас буквально там меньше 4 минут остается. Первое. Как вы думаете, насколько это повлияет на права и обязанности граждан? Первый вопрос. И второй вопрос. Конкретно в вашем случае, или вообще, насколько часто будет Конституционный суд, на ваш взгляд, как может быть оценка, прогноз, принимать такие решения? Все-таки достаточно, вы сказали сами, много решений. Уж не будет же Конституционный суд признавать все прям пачками, штабелями. Я думаю, что это касается каких-то отдельных решений, которые действительно ущемляют права Российской Федерации, или приняты, как говорят, в общем-то, назовем их родителями федерального закона,
внесения изменений в положение, продиктованными некими международными тенденциями против России. Ваше мнение, пожалуйста. Я не удивлюсь, если, например, наши судебные органы начнут отменять и еще ранее уже давным-давно принятые судебные акты, забыв все это нормы Конституции о том, что закон обратной силы не имеет. Во-первых, если, как говорится, если они надумают что-то признавать несоответствующим Конституции Российской Федерации или нашим правовым нормам и так далее, это же нужно обосновывать. Все судебные акты должны быть обоснованы. Вот. Поэтому им нужно... Значит, это произошло недавно, когда Путин дал указание. И вообще все говорят так туманно. Что федеральный закон принят, но я не знаю ни номера его, ничего, к сожалению. Понятно. Потому что у меня гарант обновления еще не прошел. Хорошо. Вот, поэтому... Ваше мнение все-таки, да. Но я думаю, найдется человек, такой-то наш юрист, я полагаю так, который все-таки подаст соответствующую жалобу в Международный суд. Это не обязательно Европейский суд, есть и другие суды. И дело будет рассмотрено. И я вам скажу, что и европейские, будем говорить, партнеры, бывшие, которые наши, не то, что бывшие партнеры, они некоторые здесь сейчас это сотрудничают с Россией. Я думаю, просто-напросто Путин ухудшил положение или ухудшит положение, экономическое положение России. Вы считаете, что это решение может повлиять на деловой фон России? Да, это на деловую репутацию Путина и тому подобное. Это, образно говоря, он уже и так его можно называть чемодан без ручки. Тащить неудобно, бросить жалко. Господина Путина, давайте немножко другая все-таки у нас тема для передачи. Давайте в отношении Европейского суда по правам человека. Для вас получается, что это был единственный ключ, который, возможно, был для решения вашей проблемы. То есть те права, которые вы... Других не было. Других не было. Да. Вот как вы считаете, в принципе, если бы Конституция Российской Федерации действительно реально защищала бы права и интересы граждан, в отношении человека лучше защищала, чем международные права, может ли иметь Конституция высшую юридическую силу по отношению к международным? Нет, конечно. Международные правовые нормы не выше. То есть вы не согласны с таким решением? Это в статье, в 4 части, к статье 15 Конституции, прямо черным по белому это написано. То, что вы говорите. То есть вы, в принципе, с Конституционным судом не согласны? Что, если Конституционный суд сам должен выполнять это? Исполнять. То есть, о чем говорить-то? Тогда их нужно судьи все снимать. Ясно. Хорошо, Александр Александрович, я благодарю вас за такое подробное мнение. Я надеюсь, что ваша эта борьба, она не окончится. Вы будете дальше продолжать и, защитите все-таки. Все-таки вы больше, получается, 6 лет судитесь. У меня были и другие суды в Старобудском суде по жилищным делам, которые выиграли мы их. Жалко, что вы, в общем-то, не начали рассказывать о них. Так это, я думаю, более актуально. Да? Про совесть осуждения, чем это. Хорошо. Гражданские права по жилью можно защищать здесь. Хорошо. А сколько длились те суды? Сколько длились те суды по продолжительности, которые вы выиграли? Сколько они длились по продолжительности? По-разному там бывает. Примерно. И бывает 2 года. Например, 3 года. А здесь 6 лет. А чем связано, если коротко? Как вы думаете? Так затянули. Это же все нужно. Европейский суд, когда заседание составляется протокол, потом они нам высылают эту копию протокола. Я когда читаю, прямо душа радуется, что они, в общем-то, склоняются в нашу пользу. То есть не в нашу пользу, а в пользу осужденных. Понятно. Вот в чем вопрос-то. А эти вообще... адвокаты знаменитые и тому подобное, они не так трактуют и не так. Меня даже прокуратуру вызывали, прокуроры, и меня уговаривали. Александр говорит, помоги нам выиграть это дело, помоги нам ликвидировать эти профсоюзы. Вот до чего доходило. Ясно. Что ж, я надеюсь, что вы не поддадитесь на уговоры прокуратуры. Спасибо вам, Александр Александрович, за то, что уделили нам время. Надеюсь, вас еще увидеть в этой студии не один раз. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Я желаю вам всего доброго. Следуйте букве закона, оставайтесь с нами. Наши передачи вы можете посмотреть на nvkonline.ru и на сайте advokatstacenka.rf. Всего вам доброго, спасибо, до свидания.